Здравствуйте. Спасибо всем, кто решил провести эти 1,5 часа с нами. «Хрустальный шар» даст нам возможность заглянуть немного в будущее, вернуться в недалекое прошлое, смотреться чуть пристальнее в настоящее через судьбы людей, отражающих, как в капельках воды, судьбу нашей, вечно волнующейся, как океан, России. Вы обратили внимание, я дважды произнесла слово «судьба». Так что же такое судьба? Осознанный выбор, жребий, рок? Через призму этой философской категории авторы «Хрустального шара» пытаются посмотреть на мир, на людей. Сегодня в «Хрустальном шаре» премьера рубрики журналиста Игоря Побракова «Унесенные ветром», где вы услышите рассказ о когда-то известном в Союзе артисте Борисе Дейнеке. Вы встретитесь с нашими постоянными авторами, композитором Михаилом Герцманом, целительницей Галиной Червяковой, поэтессой Надеждой Мирошниченко. Героем рубрики Виктора Терентьева будет народный артист России Геннадий Заволокин. А свой вариант ответа на вечный вопрос «Что человеку надо?» даст бывший офицер милиции Сергей Щукин. Как вы думаете, какое имеет отношение песня «Широка страна моя родная» к этому подъезду обычного сыктывкарского дома? Ну, если не считать того, что, конечно, в квартирах эта песня часто звучала по радио, с телеприемников, с радиол. Дело в том, что именно в этом подъезде, на 4-м этаже, жил первый исполнитель этой песни. Его звали Борис Дейнека. В конце 30-х годов, когда еще не было гимна Советского Союза, Московское радио начинало свои передачи именно с этой песни. И вся страна слышала голос солиста всесоюзного радио Бориса Дейнеки. Но сейчас вы слышали, к сожалению, его голос. По всей вероятности, песня «Широка страна моя родная» в исполнении Бориса Дейнеки не сохранилась. Но сохранились другие его записи, и их мы можем послушать. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила. Блоха. Милее родного брата, она ему была блоха. 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 Зовет король портного: послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей бархатный кафтан. Плохе кафтан. Плохе кафтан. Борис Дейнека оказался в нашей республике не по своей воле. Осенью 1941 года
Его в Москве арестовали и впаяли ему пресловутую статью 58.10 «Антисоветская пропаганда». Почему именно ему выпала такая доля, никто не знает. Сам он на вопрос, за что вас арестовали, он отвечал: ни за что. Скорее всего, это было правдой, но было множество версий. Одни говорили о том, что он якобы при каком-то стукаче ляпнул что-то вроде «Сталин сволочь». Другие, наверное, те, кто к нему хуже относился, заявляли, что якобы он, когда немцы подходили к Москве, ему предложили эвакуироваться, он отказался, заявив, что ему все равно перед кем петь, перед немцами или перед русскими. Наиболее любопытную версию, полушутя, выдвинули его солагерники в Воркуталагу, где он оказался. Они считали, что посадили за плохой характер. У него действительно был очень скверный характер, он был брюзга, он все время брюзжал, ему не нравилось ни, скажем, северное солнце в полярный день, ни темнота в бараке. И говорили, что он якобы даже родился с кислой миной на лице. Я вот думаю, что это неправда. С кислой миной на лице люди не рождаются. Характер, наверное, испортился у него после ареста. Ну вот представьте себе, он красавец, человек, обласканный славой и женщинами. На вершине славы, звездный час переживает, и вдруг все рушится. Вдруг лагерь, зона, заполярный город Воркута. Однако надо сказать, что в какой-то степени Борису Степановичу Дайнеке повезло. В 1943 году в Воркуте образовался музыкально-драматический театр, и там он сразу стал ведущим солистом и сразу спел очень многие интересные партии, участвовал в операх, в опереттах. Потому что началась у него немножко другая жизнь. То есть он продолжал та же самая артистическая карьера и вернулась прежняя популярность просто в более маленьком масштабе. Я пришла в театр в 1946 году. И первого я встретила кого в театре? Это художника Мундера Яка Яковлевича. А второго, у которого спросила, как мне пройти к директору театра, это Борис Степанович Дайнека. Я не знала тогда, что это Дайнека. Но дело в том, что этот театр воркутинский, хоть он и был и театр МВД, но он ездил на гастроли. А весь это северный городок, там был тоже прекрасный театр. В Инту, в Печору. И на сцене его видела, потому что маленькая девочка еще была, 14-13 лет, 15. А уже в 16 лет я пришла в театр и увидела в жизни Бориса Степановича. Это был очень интеллигентный человек. Ну и поскольку это театр МВД, я, естественно, знала, что это человек заключенный и, естественно, политический. Ну и мы все люди знали, что с ними долго разговаривать нельзя. Можно было сказать 2-3 слова, и от этого человека нужно было отходить. Потому что контроль был в театре ужасный. Когда я приехала в театр, начала работать, Борис Степанович ходил вместе со всеми актерами. Вот как актеров ввели в театр. 2 овчарки впереди, сбоку по 2 овчарки. Итого это значит 6, и сзади 2 овчарки. Ну и товарищи вохровцы с пулеметами. Не разрешалось артистам, заключенным, выносить букеты цветов зрителю, делать им подарки зрителю. Ну, вот как, например, вот Аллочку Пугачеву или Маечку Плесецкую забрасывают цветами, то наших актеров заключенных нельзя было. Борис Степанович был ведущий, и, естественно, его зрители очень любил, и когда он был без пропуска, то все равно, если в театре у нас вмещалось 480 человек, то человек 200 это точно стояло, когда выведут актеров из театра, чтобы на них посмотреть в жизни. А в жизни они были одеты, как все заключенные. Черная роба, телогрейка и та же шапка, что у всех заключенных было. В 1951 году его освободили.
Но 5 лет поражения в правах, и он не имел права выезжать за пределы республики. Он приехал в единственную возможную столицу, это столица республики Коми-Сыктывкар. Ему хотелось работать в театре. Театра, конечно, не было. Оставался единственный выход – это театр создать. К счастью, нашлись единомышленники. Его поддержали и руководство республики. И вот после, наверное, нелегкой борьбы с бюрократами из Москвы, действительно такой театр образовался. Он стал его первым директором, он стал тут же его ведущим солистом. Когда я впервые услышал фамилию Дейнеко, а для меня уже как-то была какая-то известность о нем, о том, что он был первым исполнителем «Широка страна моя родная», такой песни нашей, запомнившейся те годы. И сразу какой-то такой предполагался солидный мужчина, что в дальнейшем и оказалось таковым, правдой, потому что когда я впервые видел его в образе Чезаро в оперете Милютина «Поцелуй Чинита», такая была оперета, она долго шла, и вот это был такой, знаете, чилиец или аргентинец, я даже не знаю, как бы, белое галифе, лаковые сапоги черные, черная рубашка шелковая. Это вышел мужчина-красавец. Мужчина такой, знаете, в возрасте, который увлекается еще дамами. Он умел ухаживать за женщинами, а женщины это любят. Говорят, у него был очень дурной характер. Характер, знаете, ну как дурной. Как каждый артист, наверное, имеет какой-то недостаток. В нем, понимаете, наверное, не устроена жизнь была или что, но он всегда вот такой ходил. Образ, знаете, демисезонное пальто, черный портфель такой, вроде человек деловой, такой, все делами занят. И такое было папаха, не папаха, такая вот. Образ у меня такой сохранился его в тот период. Ну и... Я знаю, что с этим портфелем ходили даже целые шутки, прибаутки, загадки, тайны. Ну, вообще, наверное, знаете, была полухолостяцкая жизнь. Мы всегда думаем, что когда человек идет с портфелем, у него что-то там очень важное лежит. То ли, может быть, клавир, то ли, может быть, пьес, то ли... А вообще, может быть, какие-то документы. Но у него оказалось и другие вещи там бывали. Как-то мы так обнаружили, что там не только какие-то пьесы, а еще и белье какое-то мужское. Он, наверное, был как-то аристократом, может быть. Сейчас такое есть понятие аристократ духа. Вот оно к нему подходит. А вот я бы тоже так согласился с этим мнением. Такой, знаете, артист с положением, артист достойный своего положения. Он знал, что он стоит. Я бы так сказал. Потому что бывают артисты, которые так всю жизнь приспосабливаются, идут, артиста или артиста. А Дейнеко чувствовал себя барином или баром как-то. Кто такой? Барин, да. Вот такой, да. Знаете, чувствуется солидность. Вроде типа шаляпинского такого покроя. Шальным ветром истории занесло в нашу республику замечательного артиста, певца Бориса Дейнеко. Шальным ветром судьбы его унесло. В 1961 году, получив справку о реабилитации, он вернулся в Москву в надежде на новый звездный час. Но звездного часа не получилось. Его уже не помнили к тому времени. А в 60 лет начинать карьеру уже поздновато. Через несколько лет он умер у себя на даче в полном одиночестве. В Москве его забыли. К сожалению, забывают его и у нас. И очень жаль, потому что остался театр, одним из создателем которого он был. И, наверное, остались зрители, хотя, может быть, уже немного, которые помнят сыгранные им роли. Остались, в конце концов, записи его голоса в фонотеке. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем.
Чего творит художник? Почему у живописца есть потребность писать картины? Почему у композитора писать музыку, а у поэта писать стихи? С чем это связано? Об этом размышляли очень многие и размышляют. Но еще интереснее и еще трагедийней. Вот какой вопрос. А от чего художники перестают быть художниками? От чего художник умирает в человеке прежде его физической смерти? Мы говорим именно не о физической смерти, ведь нередко сама смерть художника является, ну, каким-то толчком к жизни его творчества, к изучению и так далее. А вот когда художник жив, когда он полон сил, и вдруг он перестает быть художником, вот я все время думаю об этом. Все мы знаем песню «Подмосковные вечера». «Подмосковные вечера», написанная в 1956 году. Это песня «Долгожитель». Она прожила необыкновенную, яркую жизнь. Она стала своего рода, может быть, символом России на какой-то период. Да и сейчас за границей знают эту песню и поют эту песню, когда хотят нам сделать приятное, и мы ее поем. Автор Василий Павлович Соловьев-Седой в 1956 году написал. Это была, наверное, его лучшая песня. А начал он вот с чего. Его имя стало известным во время Великой Отечественной войны. Тогда он написал лирическую песню, которая называется «Вечер на рейде». Ее все знают. Споемте, друзья, ведь завтра в поход. И интересно, что вот эту песню очень долго не пускали на радио. Эту песню очень долго не хотели пропагандировать. Как вы можете, говорили молодому композитору, собственно говоря, ему тогда было 34 года. Он закончил консерваторию и написал уже немало произведений, может быть, даже не думая о том, что он станет песенником. Но вот война, он написал эту песню. И ему говорили, как, ведь сейчас солдатам вот на фронте нужна боевая маршевая песня, у вас какая-то такая вот лирическая, платок голубой, там предрассветный туман. Что это такое? Стоило огромных трудов эту песню записать и исполнить. И мгновенно эта песня принесла популярность автору. И эта песня стала, ну, может быть, даже родоначальником определенного типа песен, которые были популярны в Великую Отечественную войну. Вот та же песня «Землянка», которую сейчас нельзя слушать без волнения. Лирических. Оказывается, человеку, который находится все время на передовой, человек, которого, может быть, поджидает пуля в каждую секунду, вот в каждую последующую секунду, оказывается, ему нужна не маршевая песня, когда надо идти в атаку и так далее, а та песня, которая помогает ему сосредоточиться, задуматься, вспомнить о доме. И вот с этого момента идет слава Соловьева-Седова. Замечательные его послевоенные песни, удивительные «Где же вы, друзья, теперь однополчане?» Это сразу после войны написанные песни. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Какая изумительная песня, и сегодня она волнует. И вот он пишет замечательную песню о Ленинграде. «Слушай, Ленинград, я тебе спою». И он пишет «Подмосковные вечера». «Подмосковные вечера», которые и так были популярны, но через 2 года после написания этой песни состоялся первый конкурс Чайковского. Я тогда в школе учился и видел по телевизору, как победитель, первый победитель этого конкурса, Бен Клаберн, сел, уже 5-й раз вызванный на бис за рояль, и сыграл эту изумительную песню. Вот, наверное, это был самый большой взлет композитора, 58-й год. Теперь вот смотрите, а умер он в 79 году, значит, он прожил после этого звездного момента чуть больше 20 лет. Он писал, он продолжал писать песни. Я бывал на съездах композиторов и много раз видел Соловьева-Седова. Исполнялись новые его песни, но, не знаю, они не были уже
может быть, уровня подмосковных вечеров. Они не соответствовали, может быть, духу, моменту времени. Вы знаете, это были как раз те годы, когда начались микрофоны, когда впервые начали петь люди с небольшими голосами, но подчас очень красивыми, стали петь с микрофонами. Он был не микрофонный композитор, он писал другого типа музыку. И вот эту связь, вот нащупать эту связь современной, с микрофонной, может быть, с гитарной музыкой ему так и не удалось. Я пытаюсь встать на его место. Наверное, это очень трагично, быть знаменитым композитором. Иметь необыкновенно яркий творческий дар. Писать непрерывно песни и видеть, что какие-то другие композиторы сегодня популярны у молодежи. И те, кто вчера еще восхищался твоими подмосковными вечерами, поют они эту песню уже как ретро, уже как воспоминание о какой-то эпохе. Вместе с ним ушла целая эпоха. Дунаевский прославился в 30-е годы. Изумительная музыка к кинофильму «Цирк», «Волга-Волга». Это «Веселые ребята». Имя его сделало, эти произведения сделали его имя популярным. Его пела вся страна. Нам песня «Строить и жить» помогает. Кто не помнит этих строк. И вот посмотрите, какая интересная штука. Наступает 41 год. Начинается война. В период с 41 по 45 год мы не найдем ни одной знаменитой песни у Дунаевского. Ни одна песня такого замечательного песенника не стала популярной в нашей стране. Но едва кончается война, и он прожил до 55 года, и вновь появляются замечательные песни. Такие песни, как вот «Скворцы прилетели», «Я был школьником», это из кинофильма «Крылатая защита». Я помню, что мы пели эту песню, изумительная, потрясающая песня, удивительной красоты. То есть вот здесь на какой-то период умер художник. Может быть, не умер, может быть, заснул. Потому что веселый дар Дунаевского не смог, войдя в соприкосновение с временем, с кровью Великой Отечественной войны, он не смог быть созвучным этому времени. Но едва наступило более светлое время, и как вновь расцвел его талант. И именно в этот период он, например, заканчивает лучшую свою оперетту «Белая акация», немножко не закончил. Вот, но 97 примерно процентов музыки написано, это замечательная музыка. Вот что происходит в это время с художниками? Пушкин творил в тех условиях, которые, по-разному называют, но он сам нашел удивительное слово для этих условий – душно. Вот он сказал, что ему душно творить. Это очень хорошо сказано. Что произошло с Есениным? Что произошло с Маяковским? Почему? Вот откуда эта горькая ирония? В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Почему
Маяковский в последнем стихотворении тоже звучит от трагедийной, какой-то трагедийная ирония. Инцидент из Перчин. Любовная лодка разбилась о быт. То есть мы оставим в стороне вопрос, убийство это или самоубийство. Важно другое, важно то, что убило их время. Они тоже соприкоснулись со временем. И вот здесь искра, которая возникла в соприкосновении художника и жизни, эта искра убила. В другом каком-то случае эта искра, наоборот, дала новую жизнь. Духота, которую испытывал Пушкин, подарила нам необыкновенные произведения. Тот мрак, в котором жил Достоевский, тоже подарила нам необыкновенные мгновения творчества, и до сих пор они для нас служат. Так от чего же зависит жизнь художника в человеке? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть, даже невозможно. Но над этим стоит думать. Потому что слушать жизнь, слышать жизнь, это тоже ведь очень нелегко. Известно, что Россия – это такая страна, которая не дорожит настоящим, а значит, не умеет жить в нем. Она вечно подает надежды, живет ими и верит в свою прекрасную судьбу. Кто-то эту свою веру подкрепляет прогнозами социологов, кто-то пытается найти оптимистические предсказания в центуриях Нострадамуса. И вряд ли найдется сегодня человек, который не знает, под каким знаком зодиака он рожден, и не имеет представления о гороскопах. Так что же такое гороскоп и как следует к нему относиться? Ответы на эти вопросы в авторской рубрике Галины Червяковой. Уже несколько тысячелетий астрология занимает умы людей. В древности звездам приписывали магическую силу, считая, что явления окружающего мира и судьбы людей зависят от взаимодействия, взаиморасположения небесных светил. С глубокой древности наши предки пользовались прогнозами. Прогнозами целителей, прогнозами астрологов, прогнозами предсказателей. Так что же такое гороскоп? Гороскоп – это очень обширное, большое понятие о зависимости планет, о зависимости на окружающий мир зодиакальных знаков, как они действуют на нас, в каком ракурсе используется вообще астрология. Астрология издревле использовалась в медицине. То есть хирург, либо целитель знали, в какое время им начать исцелять того или другого человека с тем или другим заболеванием. То есть они пользовались расположением звезд, расположением планет, фазами Луны и Солнца. В моем гороскопе, который я составляю вот уже долгие годы, в нашей республиканской газете «Молодежь Севера», я бы хотела просто, чтобы люди относились к этому прогнозу, я подчеркиваю прогнозу, а не астрологическому гороскопу, своеобразно, с учетом именно своей психологии. То есть, прочитав гороскоп, человек может взять этот прогноз за основу. Я прошу вас слепо не следовать тем прогнозам, которые даются в гороскопах. Знание знаков зодиака, знание влияния планет на нас надо смотреть совсем с другой стороны.
Они даются для того, чтобы мы познали характер близких, людей, тех людей, с которыми мы работаем, тех людей, которые нас окружают. И постараться в этом во всем, зная их какие-то качества, может быть, даже не совсем положительные, быть к ним милосерднее, добрее и лучше. Да, сегодня масштабы распространения астрологии поразительны. И все же не стоит приписывать ей невиданных качеств и несуществующих взаимодействий и искать в гороскопах верных рецептов на все случаи жизни. Быть может, знание зодиакальных знаков позволит нам лишь по-другому взглянуть на наших друзей, близких, знакомых, лучше познать себя, поможет стать терпимее, милосерднее, добрее и явится хоть незначительным ориентиром в мире сложных человеческих отношений. Я могу признаться сыктывкарцам, что месяц в год я бываю счастлива, как ребенок. Этот месяц приходится на мою поездку в Переделкино, в Дом творчества. Это месяц встреч с моими друзьями-писателями, месяц общения, ну где-то, я не знаю, наверное, вот в пушкинской среде, вот в среде царско-сельского лицея, возвращение в молодость и погружение в глубину. И вот, вероятно, без этих встреч я бы никогда не смогла стать, ну, поэтом, что ли, вот, серьезным. И никогда бы не смогла настолько полюбить жизнь во всем ее многообразии, в каком я ее люблю сегодня. Я не зря так назвала рубрику, что я нас люблю. Я действительно нас всех люблю. Меня поражает, как такой народ, как мы, единственный в каждом своем человеке и неповторимый, может позволить себе находиться в том состоянии угнетенности внутренней, духовной, в каком он сегодня находится. Мне хотелось бы, может быть, научить, может быть, поделиться способом жизни. Как даже в любом времени, какое ни предлагает нам жизнь, человек должен уметь, ну, быть счастлив тем, что вот именно он человек этой Родины, этого Отечества. Я хочу познакомить вас сегодня с книгами своих друзей, с уникальными, с национальным достоянием, с книгами, о которых мы не подозреваем, большинство из нас, об их существовании. Потому что выходят они очень маленькими тиражами, потому что у нас критика сегодня как-то распалась на всякие там звенья, какое-то соперничество. И, собственно говоря, цельной картины национального подвига, подвижничества и результата мы сегодня не имеем перед глазами. Я хочу вас приблизить вот к этой какой-то более или менее обобщенной национальной картине. И вот я хочу вам показать книгу Владимира Личутина. Вот. Эта книга называется «Душа неизъяснимая». Вышла она уже в 1989 году. И второй заголовок «Размышления о русском народе». Вот я считаю, что наши идеологи совершают огромную идеологическую ошибку, именно потому, что эта книга имеет тираж всего 10 тысяч. Эта книга должна иметь тираж 100 миллионов и должна лежать на столе не только каждого русского человека, но на столе каждого россиянина. В этой книге собрана любовь к Отечеству, собран анализ русского народа и собрана просто искренность, исповедальность. Но я не знаю, кто из живых писателей способен вот на такое самопожертвование, как Личутин. Он, кстати, вообще уникальный писатель. Он сейчас пишет книгу, вот это в роман-газете «Раскол» вышло, где исследует 300 лет
драма русского народа, вот когда раскол произошел, вот Никон и Вакуум, вот, то есть, собственно говоря, это исторический труд. Вот таким трудом в государстве занимается писатель еще Дмитрий Балашов в Новгороде. Вот. Но я думаю, роман-газету получают многие, поэтому здесь я не буду на ней останавливаться. Но вот я хотела бы привлечь ваше внимание, чтобы вы хотя бы в библиотеках, хотя бы преподаватели литературы, хотя бы преподаватели институтов, хотя бы преподаватели техникумов, ну и, конечно, любящие матери, нашли эту книгу и прочитали в своем доме. Потому что я вас уверяю, когда я говорю, что я люблю наш народ, когда я говорю, что коми и русский – это один народ, разговаривающий на двух языках, я это говорю не для красоты, не для какого-то исторического момента, не для спекуляции, для того, чтобы с этого иметь, а потому что я в ужасе от того, как нас пытаются разодрать и сделать из нас окровавленные куски. И вот поэтому я хочу попросить, особенно коми-зрителей, послушать кусок о русских крестьянах Беломорья и посмотреть, схожи ли наши характеры или нет. Сотни лет Поморье не знало запоров. Если пристав, палка или метла прислонена к дверям, значит, хозяйка ушла ненадолго. Но если метла всунута в ручку двери, значит, хозяйка или убрела из имения на весь день, или по ягоды в лес, или на сено, на рыбные ловы, на съезжий праздник в другую деревню. И коль путнику негде преклонить усталой головы, и ты хоть сколько-то случайно знаком в семье, то заходи в избу и будь за хозяина. Ешь, пей, что в печи, ложись на кровати, почивай, и никакого изумления не вызовет твое нежданное присутствие у хозяев, когда они другим днем вернутся домой. Этот старинный обычай всеобщего, человечьего родства, вся Русь из одного корня невольно придавал жизни прочность и законченный смысл, ибо куда бы ни закинулась тебя судьба, где бы ты ни бедовал, заходи в любое житье, и тебя приветят, обогреют, поделятся последним, если появился гость, что есть в печи на стол мечи. Конечно, настолько хочется собрать максимум слов о любви к своему народу, настолько хочется показать каждому из нас, что где же наша память и где же наша радость человечья вот от того, что вот мы, люди этой замечательной Родины, что вот здесь вот мне хочется привести слова Сковороды, Григория Сковороды, философа XVII века, и вот что он писал: «Барская умность, будто просто народ есть черный, видится мне смешная, как и умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рожать живых детищ, и как из утробы черного народа вылупились белые господа». Мы много говорим о малой родине, потому что малая родина – это все. И вот как этот человек для каждого из нас анализирует это высокое чувство, и как он его дарит нам навсегда. Вот посмотрите, ведь это надо взять на себя обязанность, захотеть исполнить вот такой долг. Вы посмотрите, какая книга. Это же ужас, я даже не знаю, там около 500 страниц. Потрясающие, кстати, иллюстрации. Тут уж каждый свое родное найдет. И вот что он пишет. Значит, наш характер сузил понятие Родины до отдельного местечка, запомнившимися пометами его. Мы, люди, всем сердцем, припадающие к земле, словно бы пугаемся потеряться на ней, растеряться, заблудиться, и ищем крохотные памятные вешки на ее теле, чтобы удостовериться в своем временном присутствии на земле. Так слепой, в страхе и ужасе, судорожно хватается за кушак поводыря, чтобы не потеряться в темени. И тогда скрюченные пальцы его обретают чудовищную силу. И от страха потеряться мы храним в памяти из луку реки, омут, травяное озерцо, приметное дерево на веречье, или домашнюю живность, или соседа с особым обличьем. Как гибко это состояние образа Родины, как переливчато и вместе с тем жестко, категорично закована своя земля, и в горсти мила своя. Духовное молоко Родины само по себе разлито в том пространстве, где ты появился, на белый свет. Вы знаете, я могу об этой книге говорить до утра, время, к сожалению, ограничено. Я прошу вас просто запомнить: Владимир Личутин, душа неизъяснимая, размышления о русском, значит, многонациональном, многокровном, значит, неповторимом в мире народе.
Вот. Я вам обещала показать еще книги моих друзей. Вот тут лежит потрясающая книга вот, Виктора Калугина. Это наш фольклорист, из лучших фольклористов России. Вот «Струны Рокотаху». Она тоже вышла в 89 году в «Современнике». Вот тоже книга обязательная для всех, кто занимается душой народа. Здесь исследованы все, собственно говоря, сочления, все звенья, ну, сложения народа в веках. Вот. И Виктор же вот выпустил вот такой вот «Былины», сокровища русского фольклора. Вот это удивительная книга. И теперь мне хотелось бы привлечь ваше внимание совершенно для нового для вас имени, потому что большинство читателей не подозревает о существовании этого писателя. Вот. Это Тимур Зульфикаров. Вот сейчас эта книга выдвинута на Государственную премию России. Раньше она была выдвинута на Нобелевскую премию. Но на Нобелевской ей, вероятно, не дали Нобелевскую, она очень национальная книга. Причем она, вы знаете, что он наполовину таджик, этот автор. И вот этот писатель – уникальное явление нашей сегодняшней литературной жизни. Такого писателя в России больше нет. Он создал совершенно свой язык, совершенно свой мир. Мир неповторимый, поэтический, яркий, образный. Здесь вот пишут, что во всяком случае ему нет равных в красочности, в буйстве поэтической фантазии, в глубоких, мучительных поисках Бога. На Западе Зульфикарова называют Данте современной русской литературы. Если кто-то в нашей республике, в Сыктывкаре, читает этого автора, я просто кланяюсь вам от чистого сердца, потому что он вообще не верит, что так далеко на севере могут его читать, и вообще мне он журнал подписал моему единственному читателю. Это очень печально, когда писатели такого уровня делают такие надписи. И последнее, чем мне бы хотелось закончить сегодняшнюю встречу, я хочу вам представить новое имя. Замечательная поэтесса, она сама белорусская, пишет она на русском. Уникальный человек, юная поэтесса, ну, для литературы. Ей 32 года. Она и пьесы пишет. И сейчас уникальную прозу написала, будет публиковаться в «Новом мире». Уникальная совершенно проза, «Детский сад» будет называться вещь. И вот у нее книжка стихов вышла, блестяще называется «Личные трудности». И вот я полностью разделяю позицию этого автора, Инна Кабыш, «Личные трудности» книжка. И мне бы хотелось закончить для всех нас вот этот сегодняшний разговор, потому что вы видите, по потенциалу он бесконечен, вот этими стихами, для того, чтобы мы знали, что испытания даются, для того, чтобы человек узнал цену и себе, и времени, и Отечеству. Я знала, если баррикады и рухнут, я не упаду. Я буду жить во тьме распада и сыновей рожать в аду. Я буду жить при несвободе, при страхе сделать лишний вдох при том царе и том народе, каких даст Бог. Умом Россию не понять, так как думать в России не принято. Обычай такой. А если и думают россияне, то исключительно сердцем, любящим или ненавидящим. Причем любовь здесь иногда все одно, что ненависть, а ненависть, что любовь. Россия – загадочная страна. Страна философов, главный из которых – Пушкин. Поэтому и метафоры, и аллегории здесь повсюду. И в экономике, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. И жизнь россиян – одна большая поэма, без конца и без начала. И, кажется, нет, не осталось уже в стране березового ситца людей, начисто лишенных образного мышления и чувства юмора. Ведь прожить без этих качеств в России сегодня просто немыслимо. Хотя парадоксы – фирменное блюдо русской национальной кухни.
Здесь не обязательно знать что-либо досконально, чтобы высказать суждение, так как способность зреть в корень врожденная. Радость здесь лучше выражать при помощи слез, а горевать, смеясь. К праздникам относиться как к будням, а к будням как к праздникам. И обязательно петь ежедневно, ежечасно, про себя и вслух, неважно что, но обязательно с чувством и с душой. Потому что песня – это и есть душа русская. Моя гармонь зазвучала в раннем детстве, когда привез, значит, дядя Вася привез баян такой перламутровый, даже не гармонь, а баян, и я был потрясен, как это из ящика льется музыка. В то время мы жили, после войны дело было, и, конечно, таких вот впечатлений было меньше, чем сейчас. Радио, тарелка, не так много звучало, телевидения в помине не было, и когда я это увидел, то, повторяю, был потрясен. А, значит, уже гармонь в виде телевизионной версии зазвучала 10 лет назад по первой программе центрального тогда телевидения. Это было в феврале месяце 86-го года. Вот такая ситуация с гармонией. И я, конечно, пришел к этому случайно. То есть пришел ко мне один гармонист, сказал, давай грянем, соберем съезд гармонистов. И вот грянули, а сам умер, этот гармонист Анатолий Иванович Жердев. Поэтому, как человек верующий, я склонен думать, что это был посланец. Вот, видимо, Господь послал такого человека, надоумил. И, как показало время, эта затея была не случайной. Забила пижан вужа, пижа на катлаша, кормила и кыт колечам, мевила и чатраше. Мыла бара кожам бара, арыз бульба волывала, мыла бара любовь бара, измена условила. Можно узнать, про что вы пели? Как жили раньше, как целовались, как любили друг друга молодые. Да. Ну что вы? Да. И как это происходило? Ну как, намного проще, чем сейчас. Я никаких проблем не испытываю в семейной жизни, и слава Богу. Особенно улучшения начались после того, как мы обвенчались. Уже прожив с супругой 19 лет, мы пошли, наконец, обвенчались, и у нас остатки проблем снялись, потому что теперь наш брак для неба действительный, и мы совершенно по-другому живем. У нас, мы понимаем с полуслова друг друга, а семья сложная, как и все семьи нынешние, также развращенная, как все семьи, значит, телевидением, радио, всей нашей гнусной пропагандой, которая льется на нас из ведра сегодня. Но она становится, по-моему, даже меньше, как мне кажется. Все затихает. Но, во всяком случае, человек, конечно, уничтожается. Его душа, его жизнь уничтожаются с помощью средств массовой информации. Это очень серьезнейшая проблема. И мои дети это все испытали. То есть они мне говорили, зачем гармонь, тележный скрип, кому это надо. Ты, папа, у нас типа недоумка. Вот, конечно, у сына обнаружилась коллекция западных там кассет, и все, как позднее выяснилось, и дочь не признавала долгое время. И вдруг, вот то ли опять же с Божьей помощью, то ли как, вдруг в последние годы я почувствовал в них взаимопонимание.
светелке огонек горит. Молодая прядка под окном сидит. Молодая прядка под окном сидит. Последние годы сложилось таким образом, что отдыхать приходится все меньше. Но я отношусь, наверное, к трудоголикам, так называемым. При этом я хочу сказать, что отдых я не очень понимаю. Вот отдых, мне кажется, в смене труда, это говорил Ульянов в скобках Ленин. И он прав был в этом. Может быть, единственное, в чем он прав. И поэтому, значит, хочу сказать, что телевизор я стараюсь не смотреть, а если смотрю, то потом иду на исповеди, говорю об этом. Перед причащением, допустим, в церкви я говорю об этом. Это грех? Конечно. Для меня, во всяком случае. Теперь, когда я понимаю все. Но некоторые ведь программы бывают и неплохие на телевидении. Само по себе телевидение – это чудо великое. И вообще все без произволения Божьего волшебства будет известно. Также и не могло родиться телевидение или там другие достижения техники, не могли родиться без промысла Божьего. Это совершенно точно. Другой вопрос. Кто держит микрофон? Кто нажимает на гашетку съемочную, на камеру? И с какой И целью? с какой целью? Вот самое главное, для чего? Вы понимаете, я могу заработать миллиард, если, значит, сильно стараться, если там приложить массу усилий, там где-то кого-то обокрасть маленько, а может кого-то убить надо, я не знаю, а может быть проще. Вопрос, для чего? Куда его тратить? И для чего он заработал? Вот здесь, значит, сам человек иногда бывает немощным это решать. Ибо мы все одинаковые перед жизнью и смертью. А вот здесь-то вера и помогает. И успокоиться, вот вы говорите, как отдыхает, как я отдыхаю, успокоиться, отдохнуть я могу только через молитву, как выяснилось. Всякий остальной отдых в понимании, там, баня, сауна, выпивка, значит, там, блуд ли, и какие-то еще можно называть самые различные так называемые отдыхи, которые придуманы человечеством, выдуманы, и якобы это большие кайфы, разгрузки, как еще там называют, снять напряжение, у нас говорят. Я сам этим был болен. В первые годы, почему-то, когда работал еще в самодельстве, значит, если после концерта не выпить, значит, не снять напряжение, это бы казалось неправильным. То есть это вообще, считай, концерта не было. Но теперь, когда прошли годы, когда я сравнил, сопоставил то великое наследие духовное, православное, которое в России, на Руси, скажем так, святой существовало, и понятие праздника. Вы понимаете, в каждом вопросе, в каждой мелочи, значит, идет наше советское искажение. И очень сильное, резкое. И оно направлено все на разрушение души. Я на деревне самый малый, что хочу, то делаю. Ох, если девушки не хватит, да по домогой сбегаю. А вы не свататься, приехали, неделя выбирать. А у меня дома Синякова приехал рисовать.
два вопроса вам, короткие совершенно, знаю, что не ответите. В чем смысл жизни, известный по духовному, в спасении души? Какой труд самый тяжелый? Известно, никто не ответит, конечно, молитвенный. То есть вера – это такой труд, очень тяжелый труд. Многие думают, что веровать – это значит просто поверил и получай благо. Конечно, нет. Это огромный тяжелый труд, и я его еще не постиг, не буду тут слишком много волны такой гнать. Но то, что я понял, что без этого никак нельзя, что другого пути не существует вообще в мире, в этом грешном, в природе, которая от Бога произошла. Вот это мое величайшее счастье. Вот отдых мой строится для того, чтобы, значит, снять грязь дня, снять все мои тяжелейшие грехи, которые я совершил в течение дня, вот сейчас там, потому что, видите ли, я кого-то обижаю, кого-то, может быть, я не снимаю, или снимаю не так, как он бы хотел, и так далее, и так далее, и так далее. На земле блаженное счастье быть не может. Первый вопрос. Вот это блаженное счастье, вообще что такое счастье? Счастье, это значит с частью Господней, в переводе духовном. Это великое счастье, быть рабом Божиим, а не просто случайным жителем, который прожил, и ведь душа сама прыгает в ад. Знаете, когда мы умираем, оказывается, она при первом же зове, она сама летит в ад. Потому что мы на земле не успеваем, как я понимаю, настроить ее на высокий лад. Мы не успеваем. Потому что мы вот по этой низости все растеряем. Детство золотое, детство босоногое, как тебя не вспоминать. Песенку шарманщика, купол в балаганчике, разбудила мать. Песенку шарманщика, купол в балаганчике, разбудила мать. Детство золотое, детство босоногое, как бы мне хотелось вновь. Встретимся и ярмарки, и к большому празднику слушать звон колоколов. Встретимся и ярмарки, и к большому празднику слушать звон колоколов. Детство золотое, детство босоногое, тихо плещется река. Девочка курносая, золотыми косами ждет на берегу меня. Девочка курносая, золотыми косами ждет на берегу меня. Я сегодня зашел в ваш храм здесь, в Сыктывкаре. Я зашел с одним интеллигентным человеком. Мы к церкви подходим, тут милостыню просят нищие. Я с радостью бросаюсь, тогда достаю там тысячку, там полтысячки и даю. А он не дает. Естественно, он думает, да это какие-то алкаши. А он даже не знает, что не потому, что я такой хороший или добрый, а потому что, когда я даю милостыню, у меня совсем другое в душе. Я даю ему, этому человеку, как самому Господу, раз. А во-вторых, я ему даю с ощущением своей вины. Потому что у меня ощущение, достоин ли я ее давать. В данном случае я даю не алкашу, не человеку даже, я даю просящему в любом понимании. Раз. Далее, он говорит, там отпевают, как покойника в храме, я не пойду. Ну, типа того, что там, противно. А я говорю, пойдем. Ну, он потом зашел. Значит, почему пойдем? Да потому что память смертная. Во-первых, подышать ладаном. Во-вторых, послушать пение немножечко, хотя бы хватнуть вот глоток. В-третьих, присутствие при любой смерти – это напоминание о жизни. То есть это может случиться завтра со мной. С вами, может быть, через 20 лет. И слава Богу, пусть позднее, это Господне дело. Но каждый это будет проходить. У каждого душа бессмертная будет это проходить. Так надо присутствовать при погребениях. Надо чаще это делать, ибо тогда ты и начинаешь думать, а что же ты собираешься перед своим рубежом, перед своим переходом, что же ты успеешь? Надо напоминать об этом, ведь смерть это прекрасно.
театр дьявол придумал для того, чтобы отвлечь людей от Бога. Ибо в театре все ложно. И есть, опять же, но. Вот все в Евангелии, все немножечко имеет всегда после запятой «но». Но согласитесь, что в театре могут быть настоящие чувства. А человек в этой жизни, наверное, призван пройти путь от подлинности вещей к подлинности чувств. Вот теперь чувство. Вот опять. Вот что вы не скажете, видите, у меня есть свой взгляд. Ну, как сказать свой? Вот чувство. Вот мы вчера на концерте выступаем. Они много-много аплодируют, люди. Даже встали в конце. Понимаете, вот стоя. Вот в этот момент, значит, что с ними происходило? Два аспекта. Один аспект чувственный, второй аспект духовный. Пока, к сожалению, на нашем концерте, я так подозреваю, больше идет чувственное восприятие. То есть мы их, так сказать, по-простецки завели. Зритель у нас завелся, он разгорячился, ему так горячо, он аплодирует, неистовствует. В церковь этот же зритель приходит. Он там почему-то не видит никаких зрелищ. Он там не видит никаких чувственных воздействий. Ему там не хочется аплодировать, ему там не хочется вскакивать со своих мест. Он там стоит с опущенной головой. Да что это такое, скажет непосвященный? Зачем это нужно? Что это еще за какой-то раболепство? Перед кем? Что это такое? Как? Опять же от непонимания. Вот именно в храме православном и идет работа с душой. Даже ученые написали огромные статьи, просто они не всем, видимо, доступны. Надо покупать в храмах эту литературу. Скажем, о воздействии молитвы «Отче наш» там, или Иисусовой. Ну, это известная очень вещь. Значит, ведь это же своеобразный Чернобыль, напалм, как его назвать, своеобразная радиация, которая невидима, не слышима. И мы думаем, что вот на концерте у братьев Заволокиных здорово, вот там уж мы отдохнули, вот душу вылечили. Ошибка. Там они душу не вылечили, эти люди. Они просто получили обычное, чувственное, даже вот, может быть, до головы, даже еще про сердце, еще там и рано говорить. Сердце первее разума, первичнее разума, намного. Вот. А разум, понимаете, вот голова наша, ум, так называемое, умственное, оно вторично вообще. Но в советской действительности произошло все наоборот. Голове,
Возможно, у каждого человека есть варианты судьбы, множество вариантов. И он сам ежедневно, ежесекундно делает свой выбор. И мы, люди, связаны друг с другом невидимыми ниточками. Мы как капельки воды в одном огромном океане. И от судьбы каждого из нас зависит судьба России, а от судьбы России зависит не только наша собственная. Сергей Николаевич, вообще сколько жизней человеческих вы спасли? Ну, обратно на мирное время наше, обыденное. Ну, значит так, вот с воды вынес человека 3, с огня, наверное, человек 8, не менее. Вы поскромничали, по-моему, еще вы спасали людей. Нет, ну я спасал, это я имею в виду, да. Ну да, спасал, и, значит, и от грабежей, от убийств. Было дело. Я не имею в виду только здесь. Если вспомнить, конечно, наши те далекие дни, я имею в виду, когда мы устраняли межнациональные конфликты, там другое, там не только я, товарищи мои боевые. Действительно, есть что вспомнить Сыктывкарцу Сергею Николаевичу Щукину, который не по скупым видеокадрам телевизионных новостей, а собственными глазами видел смерть и разрушение в Сумгаите, Баку, Ереване, Ленинакане, Фергане, Абхазии, Душанбе, Нагорном Карабахе, Северной Осетии. По биографии Щукина можно изучать современную историю межнациональных конфликтов, происходивших в нашей стране с 88 по 92. Именно в эти годы в составе специальных моторизированных частей милиции, дислоцирующихся в городе Сыктывкаре, Сергей Щукин, командир взвода специального назначения, участвовал в погашении конфликтов, вспыхивающих между армянами и азербайджанцами, узбеками и турками-месхетинцами, грузинами и абхазами. И главная задача, которая стояла тогда перед Щукиным, не допустить бессмысленного кровопролития. На его счету сотни спасенных жизней. Причем, как правило, единственным его оружием было слово. Кстати сказать, Сергею Николаевичу, выросшему в интернациональной семье, помогало знание грузинского, азербайджанского и армянского языков. Вот только один случай. Было это в 1988 году, недалеко от Еревана, ночью. Толпа вооруженных армян шла громить азербайджанское селение. Щукин вышел один навстречу озверевшим людям, которых, казалось, уже ничто не могло остановить. Тем более те несколько солдат, вооруженных резиновыми палками, которые были в подчинении Щукина. Толпа перешагнула бы их, но вдруг услышала армянские слова от безоружного офицера и от неожиданности встала. Никогда больше Щукин не говорил так убедительно, как в тот раз. Из огня до полымя. Если кому и подходят эти слова, так именно ему, Сергею Николаевичу Щукину. Ехал домой в 89 году, после своей командировки длительной. Мы тогда выполняли задачу устранения этих конфликтов. Проезжая Нижний Чоп, обратил внимание, с левой стороны дым. Когда к мосту стали подъезжать, вижу пожарище. Водителю говорю, давай развернись, там, наверное, будет беда. Он мне еще говорит, таксисты-то, они парни такие. Он говорит, ты что, Серега, год не было, тебе надо? Надо. Ну, развернулись, я подъезжаю, горит поленница. Дом еще не горит, уже стена так начинает чернеть. Послал одного, говорю, иди, позвони, скажи, что горит дом. Не говори. Они позвонили и говорят, что горит поленница и горят сараи. Ну, значит, 45 минут я один бился. Стал подходить через окна, стал стучать, говорю, выходите. Ну, дело в том, что пожар возник со стороны дверей. Я говорю, вы выходите через окна и выносите, потому что пожар
будет. Я говорю, что милиционер, говорит, мол, накатил, что ли, мешаешь, мол. Вот, и люди гуляли, отдыхали. Потом действительно глянули, организовал эвакуацию. Ну, там неправильно был, конечно, звонок в пожарную часть. Прибыла одна машина с чевью. Ну, что одна машина она может? Когда дом уже пыхнул, потом приехали пожарные. Но до этого я сделал все, что мог. Каждую комнату обошли, посмотрели, чтобы не было, ну, вдруг ребенок, женщина. Газовые баллоны выбрасывали, чтобы не было взрывов. Ну, двоих еще вынес. Ну, я домой добрался уже к вечеру, грязный. Но зато довольна, что сделал то, что должен был сделать. Ну, он рожден для случая, в принципе, или случай для него. Так видит своеобразие судьбы Щукина Виктор Афанасьевич Ильин, его бывший командир батальона. Вместе они были в Сумгаите, в Абхазии, в других горячих точках. Вместе и сейчас в службе безопасности филиала Московского банка реконструкции и развития. Вот раньше он на работу опаздывал. Вот. Но я всегда знал, что он что-то совершил положительное. Или задержал нарушителя, или водителя пьяного, или какой-то поступок положительный совершил. Здесь, в городе, значит, и пожар, значит, вытаскивал детей, и спасал в Сысоле тонущих, значит, женщину. Ну и много, если называть, это очень много. Как так случилось? Это судьба ваша, что ли, такая? Вот постоянно вы оказываетесь в нужном месте, в нужное время и все-таки спасаете людей. Всегда нужно человеку верить во что-то. Я, например, всегда верил в Бога и всегда носил крест. Это не то, что, ну, сейчас, как говорят, современная такая эпоха, что все рынулись в храмы. Толпой нельзя идти в храм Божий. Всегда нужно идти с душой. И вот меня всегда вело, может быть, туда, где плохо. Чутье, что ли, я не знаю. Вот я, ну, приводил туда, да, действительно, человек, который нуждается в этой помощи, где гибнет душа. Может быть, вот это называется ангелы-хранители, что их не бывает. А те же люди, но только кто-то посылает. Здесь однажды произошло то, что могло привести к глубокой трагедии семьи. Мог погибнуть ребенок, который был поражен током. Здесь имеются провода. Ну, как у нас всегда, значит, некоторым большими габаритами ездят машины, кран я имею в виду. Он сорвал провод, электропровод. Ну, а дети, сами знаете, они от недопонимания решил убрать. Вдруг слышу, так дети кричат. Подбежал, как всегда, как чувствовал. Смотрю, ребенок это самое, уже его начинают бить. Вот. Ну, хорошо у нас все тут, кругом все валяет. Палки, арматурины. Ну, взял палку, отбил, значит, от провода руку. Оказал помощь, искусственное дыхание, все. Потом мальчик вывел его, во-первых, из этого такого, ну, с оцепенения того. Ну и все, значит, передал родителям и ушел. С тех пор прошло несколько лет. Спасенный мальчик Алексей Каданев стал взрослым, служит срочную на космодроме Байконур и, наверное, вспоминает своего ангела-хранителя. Наша следующая точка для съемок – это дом в Вешенском районе Сыктывкара. Здесь живет Виктор Ситкарев, которому много лет спустя посчастливилось еще раз встретиться со своим спасителем. Ангела-хранителя туда ведет, где должна или могла быть погибнуть душа человечья. Ну, привело туда, где должно быть горе это быть. Пришел с товарищем, я ее направил, пойдем, все-таки я почувствовал, вижу мальчишки. Мы еще подошли, что вы тут это самое, рыбу большую ищете. Ну и тут такой всплеск, крики. Хорошо проходили вдвоем и смотрим мальчишки. Мы говорим, что здесь? А вот, говорит, ну, уже лед стал
ломаться. Им интересно на это посмотреть. Ну, и кто-то взял так резко мальчика, толканул. Он бедненький, так я смотрю, такие глаза расширенные. Ну, я в чем был тоже, прыгнул. Хотя я не широкая вот эта река, Човка. Вот. Но глубина приличная была мне с головой. А ребенок был ниже меня ростом. Мальчику лет 14-15 было. Вот. Но пришлось мне его вытащить. Вынес ребенка, обтер его, растер, хотя сам замерз. У товарища, который не прыгнул, мы сняли теплые вещи. Ну и бегом до дома. В данный момент я являюсь командиром городской добровольной дружины, которая создана была и действует с того года, с 12 июня, как начали мы патрулирование в день города нашего. Ну и по сей день имеется у нас дружина. Стабильная дружина, единственная, можно сказать, в России. У нас есть положение, зарегистрированы. Ну, желательно, конечно, по нашей республике, по России, чтобы были такие дружины, которые явно делают дело. Раскрываются преступления. С помощью дружинников, да и самими дружинниками задерживаются люди, которые распространяют наркотические средства, с фальшивомонетчиками. Ну, например, вот только за февраль месяц, ну, там изъято, значит, валюты, доллары. Очень искусно сейчас делают фальшивки. Вот боремся. А свой самый первый поступок Сергей Щукин совершил еще будучи сержантом срочной службы. Тогда, в 1972 году, он помог вернуть бесценные сокровища, украденные из музея Строгановых в Сольвычегодске. Но это уже другая история, как и многие другие истории с участием Щукина, достойные пера писателя криминальных и детективных романов. Сергей Николаевич, я давно наблюдаю за вашей судьбой, и однажды я была просто шокирована тем, когда узнала, что вы вступили в партию ЛДПР Жириновского. Ну, понимаете, когда вот случился крах развала Союза, стал я искать ту силу, которая бы, ну, противостояла вот этому злу. Почему? Видите ли как? Тут криминал стал выходить наружу, они уже стали официально. Очень много. Тут, что мне говорить, мы все читаем, все видим. Ну, я пришел в ЛДПР, вижу, что да, действительно там люди хотят что-то делать. Но я, как и вот 20 таких честных людей, мы пришли в ЛДПР не за того, что я такой был почтение, там, просто я пришел в эту организацию, нужно было что-то делать. Но пригляделись, это все ложь. Там, ну, ничего такого нет, чтобы могли, и ничего они не смогут сделать. Почему? Потому что каждая страна, государство, каждая организация, а у нее должна быть база. Должны быть люди, которые могут что-то делать, идти, там, создавать, созидать. Но там одна только говорильня. Я даже когда поехал в Москву, посмотрел, что такое в Центральном комитете. Вот. Там только один Владимир Вольфович, он талант, я понимаю, да, вот у него трибун, он хороший, а все остальное нет тех людей, и не дай бог, даже если они победят, это еще будет хуже и страшнее, чем демократы. Мечта была стать моряком в дальних странах. Я осуществил эту мечту. До армии я ходил на судах река-море, ну, и загранплавание был, и по Союзу. Но судьба меня сюда забросила, здесь остался. Видел свое призвание, что я могу на этом поприще быть полезен людям, стране.
То есть нося погоны истинным, которые человек должен защищать, а не красоваться в эполетах. Скажите, а вы довольны вообще-то своей судьбой? Даже очень я, конечно, доволен, иначе... иначе бы это другого быть не должно. И у меня в таком понимании нет. И что я не хочу, то я и не делаю. Как бы хотелось, чтобы каждый из нас мог сказать, чего я не хочу, того я не делаю. Чтобы ни обстоятельства, ни окружающие нас люди не заставляли нас делать того, чего нам не хочется. Хотелось бы, чтобы каждый из нас пришел к такому пониманию этого мира, когда становится очевидным изречение индийского философа Шри Аурбинда: подавление индивидуального вполне может стать подавлением Бога в человеке. Я желаю всем нам счастливой судьбы. А на прощание песня «Россия» в исполнении любимого певца Сергея Николаевича Щукина, у которого сегодня день рождения. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков, век золотой Екатерины. Звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и видно так их доняла, что ослепить тебя решили. Разверзлись треском небеса, и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя новоявленные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь, великий гений. Россия. Забытый правды возрождения,
Как тяжело тебя читать, как нелегко тебя понять.